Салям алейкум, в эфире программа Джанлы Studio. Сегодня у нас в гостях украинская инструментальная группа Redwoods Trio. Салям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум салям. Как настроение? Отлично. Отлично. Ребят, сегодня у нас впервые будут звучать кавер-версии известных ваших композиций. У нас такого еще не было в передаче. Так что сделайте, пожалуйста, это круто. Скажите, как образовался ваш коллектив? Я знаю, что в 2012 году родилась идея создания коллектива. Ну, это все стечение обстоятельств. Мы познакомились с Глебом где-то за месяца 3-4 до создания коллектива. У нас был общий знакомый, который сейчас уехал за границу, с которым я играл в дуэте. Вот. И мы участвовали в конкурсе и прошли с ним в финал. И потом уже надо было выезжать, и он мне порекомендовал Глеба, с которым я был знаком, чтобы мы с ним создали, грубо говоря, коллектив за один день на один день. Чтобы мы отыграли на конкурсе, ну а там уже дальше как получится. Вот. И вот, собственно, так создался коллектив. Мы отыграли на конкурсе, не победили, но после этого нам очень понравилось играть. Да. Потом, уже через некоторое время мы понимали, что нам нужен какой-то аккомпанирующий инструмент, гитара или клавиши, и вот случайно нас воля судеб свела с нашим гитаристом Кристианом, которого мы встретили на Поздняках. Расскажите о своей первой репетиции вместе. Первая репетиция вместе? О, это очень интересно. Нет, это не на Поздняках. Это была первая репетиция наша была на... Значит, нам позвонили о том, что хотят прослушать наш коллектив в одном из ресторанов Киева. Сейчас я не помню уже, как он называется. Он на Печерске находился. И мы, значит, созвонились с ребятами и говорю, что вот давайте, нам надо только порепетировать, потому что мы еще ни разу не играли с Кристианом. И мы встретились прямо на платформе, поднялись чуть выше между эскалаторами, и там прозвучали первые, так сказать, ноты нашего коллектива. И нам вообще очень понравилось. Это все очень было быстро, буквально было 15-20 минут, но было очень классно.
Кто занимается промоцией вашего коллектива? Промоцией занимаюсь я, и есть люди, которые помогают мне с настройкой там, рекламы, пиар, в общем, советы какие-то, помогают как-то с эфирами на радио и так далее. Угу. Есть у вас копирайтер? Копирайтера нет, у нас есть люди, которые на фрилансе, постоянно у нас никого нету, если нам что-то надо, есть там видеограф, есть студии, с которыми мы работаем, вот, и мы там несколько раз в год привлекаем их к работе. Ну, мне кажется, что у вас достаточно активный пиар. Складывается такое впечатление, что у вас больше такая бизнес-идея, а не творчество. Ну, идея бизнес, да, просто как бы мы хотим совмещать и бизнес, и творчество. Так как мы люди творческие изначально, мы играем на музыкальных инструментах не потому, что мы хотим заработать денег, а потому что нам это приносит удовольствие. Вот. В какой-то момент мы подумали, что нам надо немножко изменить направление нашего коллектива, и чтобы оно было не только творческое, чтобы можно было зарабатывать этим деньги какие-то. То есть мы участвуем там в написании саундтреков. Да. Нельзя сказать, что мы поменяли как-то формат, сделали его коммерческим по сравнению с тем, что мы играли, когда мы только собрались. На самом деле зерно осталось, и процесс он ничем не поменялся, просто мы захотели это как бы за эту работу, за нашу деятельность получать. И основа тоже. Основа — это наше звучание и уникальность. Да, оно выработалось и уникальность всё. в некоторой степени. Да, Поэтому. вот как-то В чем ваша уникальность? Уникальность никто в не может необычном на этот подходе к аранжировке, коверов тех же самых. Да, мы все сами Уникальность сочиняем, в рисуем. сочинении. Более подходит слово оригинальность. Да, оригинальность. Оригинальность заключается в том, что в отличие от многих кавер-бендов там, и вообще групп инструментальных, мы ни разу в жизни не использовали аранжировки и ноты, которые написали там, другие группы известные, там, такие как Тучелос или Piano Guys. У нас все аранжировки, то, что мы и все композиции, которые мы играем, это все авторские аранжировки. Да, мы и делаем помимо свои. этого мы еще сочиняем свои композиции, которые вы сегодня услышите. Каждый из нас сочиняет свои партии. Как вы записываете авторскую музыку? Вообще, во время репетиции? Да, мы собираемся происходит? во время репетиции работать над материалом, потом появляется вдруг у кого-то идея. Мы работаем, например, над какой-то песней. И вдруг появляются какие-то аккорды, Да, или какой-то мотив, кто-то кому-то приносит, где-то что-то и мы такие, пришло, вау, класс, и давай. вот. И оно как бы как на каком-то энтузиазме рождается. Какого-то Специально одного мы- рецепта, да, Да, какого-то нельзя рецепта сказать, такого что да. нету. Поэтому это все моменты, бывает подолгу очень, и у нас ничего не рождается. А потом может быть подряд. Но мы не насилуем себя. как бы. композиции. Да, и бывает наоборот, какая-то композиция у нас в течение времени, она обрастает какими-то новыми Даже, мотивами, да, даже по новыми выступлениям, через нюансами. выступление. Поэтому, да, бывает сразу, а бывает какое-то время проходит. Поэтому.
ориентируетесь ли вы на мнение слушателя? Скорее нет. У нас есть собственное мнение по поводу нашей музыки. Да, мы себя считаем самодостаточными музыкантами в этом плане. И, конечно же, мы прислушиваемся к мнению и музыкантов в том числе, и наших близких, но какого-то вот, ну, а как общественного мнения там, ну, во-первых, судя по отзывам и по реакции людей, когда мы играем наши композиции на мероприятиях и на концертах наших, зачастую люди даже не понимают, что это наша собственная композиция. Но это в хорошем ключе. То есть они не понимают, что это мы ее написали, потому что она очень хорошо ложится вот в это полотно музыкальное и вот, то есть вот в этот, грубо говоря, весь концерт, да, и стиль, который мы... Да, то есть ее сложно отличить от тех известных композиций. Потому что мы все очень сильно преобразовываем, поэтому это вот такой у нас уже наш почерк. Я думаю, что вот как у любого музыканта есть какой-то вот, как, я не знаю, как это правильно сказать, ну, какая-то фирменная изюминка, которая его, ты слышишь голос, и ты сразу понимаешь, что это этот музыкант. Ну, у нас, по сути, такая штука происходит, потому что это фирменное, это то, что мы вот соединились втроем, и мы уже играем, и не меняется наш состав. И вот именно когда мы втроем, то мы создаем что-то вот такое, что, по нашему мнению, ну, и является этой изюминкой. Еще один нюанс, то что очень многие коллективы, трио, квартеты, в основном, если они играют тоже, в частности, классику, то играют по нотам. Ну, мы не привязаны ни к каким нотам, то есть это действительно это живые ощущения прямо здесь и сейчас. И это та атмосфера, которую мы несем людям. Кавер-музыка на сегодняшний день модная
или нет? Я думаю, что она всегда была модная, и по сути люди, все, которые играют на музыкальных инструментах, особенно классических, они все являются кавер-исполнителями, потому что Моцарт это же все кавер-версии, не так ли? И Бах тоже это кавер-версии. Это у каждого свое исполнение. Один человек написал, когда-то сыграли, есть ноты, и все теперь играют. И также современные. Ну, то есть нету, просто поменялась музыка, она стала более проще и более понятней для как бы обыденного слушателя. Бах, кавер-версия звучит. Ну, так оно и Интересно. есть, по сути. Какая особенность вашей авторской музыки? Я думаю, что особенность заключается в том, что она отличается от той музыки, которая присутствует вообще в пространстве музыкальном, которая, ну вот, в большинстве случаев. У нас не песенный В формат. украинском вы имеете в виду пространстве? Ну, я думаю, что, ну, мы можем, конечно, заявить, что в мировом, но мы не так знакомы с мировым пространством музыки. Вот, В мы, украинском, да. да, в нашем, как бы, творчестве преобладает такая, знаете, синематика. Ну, то есть это музыка, которая может легко лечь под какой-то фильм, например. Атмосферная, в общем. Да, то есть она атмосферная, и она связана, наверное, с какими-то переживаниями нашими внутренними, с какой-то историей и с природой в первую очередь. И недаром наше название Redwoods, оно связано с природой, с деревьями и с вот этой вот мощью, потому что Redwoods это на английском это секвойя, это самое большое дерево и самое долголетнее дерево. Вот Трио это- секвойя. Ну вот как-то получилось Можно так. Вот, получилось, мы очень случайно назвали. И вначале нам понравилось очень слово, название Woods, а потом мы подумали, что одно Woods, а это не будет такая самодостаточное название, если это будет Woods, просто The Woods как-то. Ну, есть, конечно, группы, у которых такое название, но... И потом мы начали думать и пришли к выводу, что вот было бы хорошо привязать это к какому-то цвету, потому что цвет, он всегда вызывает эмоции и ассоциативный ряд какой-то. Когда вы придумали название? Вот мы придумали где-то через несколько месяцев после того, как мы... Может, даже раньше. Даже раньше, наверное, где-то через месяц.
На сегодня все, дорогие друзья. Продолжение программы с участием группы Redwoods Trio вы увидите уже совсем скоро. Оставайтесь с телеканалом АТР, слушайте хорошую музыку, подписывайтесь на сайт телеканала АТР.